Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мир вам, милость Всевышнего и его благословение. Сегодня 26 Сафара 1433 года по хиджре, мусульманскому летоисчислению. В минувшем году жительнице Ингушетии Мадинат Задзиевой исполнилось 110 лет. Несмотря на преклонный возраст, бабушка Мадинат смогла осуществить свою давнюю мечту. Рассказывает наш корреспондент Ибрахим Цароев. 80-летняя Мадинат Задзиева потеряла зрение в 1981 году. Мир для нее изменился, стал незнакомым и неудобным. По ингушским традициям семья взяла все заботы о незрячей на себя. Но Мадинат Салиевна искала душевной гармонии. Смыслом жизни для нее стала вера. Она соблюдала все предписания ислама, но не могла выполнить только одного. В эпоху зрелого социализма благословенные земли Саудовской Аравии и паломничество к святыням ислама для правоверных были под запретом. Несмотря на это, бабушка верила, что ее мечта осуществится, и это помогало жить. В 1991 году железный занавес спал. Путь в Мекку был открыт. В первые 2 года хадж совершили более 400 мусульман из Ингушетии. Мадинат старалась встретиться с каждым родственником и соседом, побывавшим в Мекке. Мадинат очень подробно обо всем расспрашивала. Тяжело ли в пути, каково там. Мы отвечали, что испытания переносимые. А потом говорит, а может и я смогу. Несколько лет назад Мадинат Салиевна втайне от детей и внуков стала откладывать деньги из небольшой пенсии на хадж. Тогда ей казалось, что родственники не решатся отпустить незрячего пожилого человека в дальний путь. И лишь когда была собрана большая часть суммы, она открылась родственникам. На семейном совете воля старейшей в роду женщины была принята. Близкие добавили недостающую часть денег для Мадинат и более того собрались столько же, чтобы ее мог сопровождать внук Мухаммад. Мадинат Салиевна так смогла настроить себя на хадж, что без труда выполнила все обряды паломничества. А внуку пришлось выполнять только обязанности поводыря и иногда брать бабушку на руки. Хвала Аллаху, все произошло как нельзя лучше. И болезни мои как рукой сняло. Посетила все памятные места, исполнила все ритуалы. И в один день, в пятницу, с утра до вечера просидела, молясь во дворе Аль-Харама. Там, в Мекке, она чувствовала себя очень хорошо. Выглядела не уставшей, даже бодрой. Муса Мириев познакомился с бабушкой Мадинат в хадже. Гости из духовного управления мусульман Ингушетии пришли не с пустыми руками. Они привезли бабушке Мадинат ценный подарок – часть кисвы, материи, которой была накрыта священная Кааба. По традиции покрывало Каабы меняют ежегодно в преддверии месяца Зуль-Хиджа. Старую кисву передают властям Саудовской Аравии. По распоряжению королевской семьи материю разрезают на части и затем дарят самым почетным и уважаемым паломникам. Приехал от такого возраста, паломник приехал, они удивились и вот как бы от себя как подарок вот сделали, дали. Бабушка Мадинат, первый паломник из Ингушетии, отмеченный королевской семьей Саудов таким ценным подарком. И это закономерно. Мадинат Задзиева – самый пожилой житель России, побывавший в хадже за всю историю. В Коране в 286-м аяте суры Аль-Бакара сказано: «Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей». Ибрахим Цароев, Ильяс Ханиев, Мухаммад Мальсагов. Специально для программы «Мусульмане». За последние